Это актуальное интервью в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Геолого-разведочные работы сегодня охватывают значительную часть республики. Ведутся работы на уголь, нефть, газ, золото и серебро в самых различных направлениях. Отрасль промышленности в Якутии развивается. А вот как обстоят дела с вакансиями на производстве и трудоустройством местного населения? Кадры для предприятий промышленности – тема разговора на сегодня. Наш гость в студии Максим Терещенко, министр промышленности и геологии республики. Максим Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. В последнее время принято говорить, что у нас в стране не безработица, а есть такое понятие, как дефицит кадров. И вот на Дальнем Востоке, в частности, очень многие жалуются на этот самый дефицит. Как обстоят дела в республике? Кадры действительно отраслям промышленности требуются, причем самым разнообразным. И в том числе это не зависит от того, малое это предприятие, либо крупное, отраслей, как я уже сказал, да, и не только при этом промышленности. Вот у нас на сегодня можно смело говорить, что уже более 10 тысяч вакансий предлагает наше промышленное предприятие. И самое главное, в первую очередь, ориентация идет на наших жителей. Здесь, конечно, серьезнейшая программа «Местные кадры в промышленность». Вот Госком занятости республики проводит активную политику. Я помню, когда в 2017 году она только начиналась, мы вместе вот от предприятия еще тогда выезжали в наши районы, в села, в поселки, в небольшие города, рассказывали о промышленности, люди шли туда. Вот 5 лет прошло, уже более 50 тысяч человек из нашей республики получили возможность работать на производстве. Самое главное, это же хорошая работа, достойные условия труда и серьезная заработная плата, которая потом идет в семью и работает на экономику нашей республики. Поэтому, да, вопрос потребности в кадрах, серьезного спроса со стороны промышленных предприятий на местные кадры, она сегодня очень и очень актуальна. Положительные тенденции, подвижки, получается, есть? Они уже не первый год идут, и можно такой интересный факт приведу? Да, конечно. Мы сейчас в рамках развития промышленного туризма, мы эту цифру еще никому не говорили, провели опрос. Ну, рассчитывали, поучаствуют, может быть, только подписчики, да, например, социальных сетей Минпромгеологии нашей. Но получилось, что отклик нашел в разных районах, в том числе вот благодаря отчетам правительства, которые сейчас состоялись. Так вот, у нас опрос, который сейчас прошел, показал о том, что 97% выпускников нашей республики готовы возвращаться обратно и работать на наших предприятиях нашей республики. Это очень приятный показатель. Да, это удивительная цифра, но мы ее абсолютно объективную получили вот буквально на этой неделе. А вот если говорить о тех, кто возвращаются к нам на родину работать, в какие отрасли чаще всего идут? Куда приглашают? Здесь, ну, ключевые обозначу, да, вам. Очень серьезный спрос идет со стороны угольных предприятий. Здесь у нас потребность несколько тысяч человек, более 2000 только, например, на подземные работы, а есть еще же такие позиции, как и открытые горные работы, там тоже порядка 1000 у нас. Это минимальные, причем я вам цифры говорю. Конечно же, идут активно в отрасли золотодобычи, и прямо сейчас, учитывая то, что идет подготовка к новому сезону у артелей, сейчас этот спрос, соответственно, выйдет на новый градус, традиционно, да, сезонные такие работы у нас. Нефтегазовые отрасли – это порядка 600 человек сегодня и в транспортировку нефти и газа, в добычу ее, в переработку в том числе, также у нас требуется в республике. Поэтому здесь тренд при этом мы задаем с учетом развития новых проектов. У нас и в Южной Якутии, в Восточной, Западной, в Арктической зоне нашей Якутии. Он будет только набирать обороты. Один из проектов, вот вы как-то говорили, что появится первый геологический класс. Получается, это класс профильный. Что там будут преподавать? Чем класс будет отличаться от других? В декабре 2023 года на нашем первом дальневосточном форуме недропользования как раз был подписан меморандум с Росгеологией о том, что этот первый геологический класс в стране появится у нас в Якутии. И этот класс у нас работает. И я буквально вчера ездил в Центр глобального образования у нас в Якутске. Встречались мы с директором Чудиновским Александром Владимировичем. Мы зашли к ребятам, очень серьезно с ними пообщались. И здесь уже говорим не только о том, что это внутри конкретно школы, гимназии должно происходить. Составлен методический план работы. Все очень серьезно, требования образования никто не отменял.
Идут дополнительный факультатив, ведут учителя. Вот я был вчера в 5 В-классе, но есть и другие ребята из других классов, которые к этой программе подсоединяются. Мы идем сейчас в направлении проведения олимпиад и внутри этой гимназии, масштабируем ее на другие учебные заведения в нашей республике. Вот сейчас был в Нерюнгринском районе, в Алданском, в Мирнинском, в Ленском, в Усьмайском. Очень многие главы районов и школ настроены положительно, ждут начала этой олимпиады. После этого хотим, чтобы состоялись районные, конечно же, республиканская, чтобы наша команда, и мы ее будем готовить в этом году от республики, наших школьников, уверенно выступала на всероссийских соревнованиях по геологии на открытой олимпиаде. Ну и, конечно, эта же история будет транслироваться и по колледжам, и в нашем Северо-Восточном федеральном университете. Получается, что вот прям с раннего возраста идет такая профориентационная работа, с 5 класса. Вы знаете, детям самим интересно. Я вчера пришел, знания-то уже очень такие специфические, серьезные, иногда даже качественно звучат серьезные геологические термины. Это ребята 5 класса задают такие вопросы. Им очень интересно, вот где мы были в Солнечном, в поселке, например, Усьмая, ребята вот сами летом ходят вместе со своим... и в Усьмае вот именно в школе, да, ребята летом со своей учительницей ходят в походы туристические, находят различные минералы, потом вместе с геологами предприятия обсуждают, что это такое они нашли, какую имеет ценность. И когда вот человек потрогает, особенно ребенок, это своими руками, он совсем по-другому смотрит и на нашу планету, на наши земли, и на те возможности, которые она создает. Но вот ребята, которые учатся в профильном классе, окончат школу еще не скоро. А вот на кого будет спрос в ближайшие 2-3 года, если говорим о промышленниках? А мы же не только о школьниках говорили, не только о 5 классе. Есть старшекурсники, есть сегодня кто в колледже учится. Мы в канун, по сути, экзаменов с вами разговариваем в ближайшее время, да, и вот отвечая на ваш тренд, который вы сейчас, вопрос по тренду, который задаете, я думаю, в течение недели мы выпустим атлас профессий от Министерства промышленности и геологии, где ждут наших молодых ребят, где они будут востребованы в течение ближайших нескольких лет. Они будут востребованы в нашей угольной промышленности, и очень важно это причастность к таким крупнейшим и страновым, и мировым проектам. Компания «Колмар», «Эльга Уголь», Долгучан, Антрацит Инвестпроект. Присмотритесь, ребята и девушки тоже, да, очень серьезные возможности. В золотодобыче у нас строится новая фабрика компании «Селекдар» в Алданском районе, новые проекты реализуются, расширяет свои мощности. Вот были мы на обогатительной фабрике, компания «Полюс Алдан», к примеру. Алроса, проект «Мир глубокий». Это проект «Селекдар», белое золото в Усть-Куйге, в нашей Арктике. И здесь мы работаем уже и по депутатскому, например, узлу. Население очень интересуется за эти проекты. Будем двигаться по золотодобыче, по полиметаллам в Усьмайском районе. Это вопросы транспортировки нефти и газа. Это новые электростанции, которые в том числе на газу формируются. Поэтому смело выбирайте профессии, специальности, которые востребованы в промышленности. И будьте уверены, тут не только 2, 3, 5 и 10, и несколько десятилетий будет востребовано. Что самое важное, берут и без опыта работы. Человек, который только получил диплом. Бывает же такая большая проблема, что студент позавчерашний с документом на руках пытается куда-то устроиться и частенько дают отворот-поворот, потому что нет опыта работы. Вы знаете, нет. Нормальные предприятия, их у нас большинство в Якутии, абсолютное большинство, отворот-поворот дают не по этой причине. Всегда важно, как студент учился. И здесь дело не только в качестве в оценках, да, а в качестве знаний, которые он получил. Мы постоянно говорим о практике. Есть ли у вас практика? Вот сейчас эта тенденция в республике точно переломилась в качественно верном направлении. Вот Исен Сергеевич неоднократно об этом говорил, учебные заведения услышали, реализовали на практике. Вот у нас из такого зарплата сегодня молодого специалиста без опыта работы, например, слесарь КИПА 4 разряда, Якутуголь, уже почти 80 тысяч рублей может заработать. А, например, если он слесарем и поедет на Ильгинский угольный комплекс, там можно за вахту и почти 180 тысяч заработать. Серьезная сумма, да, то есть можно в Алроса пойти водителем, либо в Полюс Алдан на КАМАЗ паром, например, там порядка 100 тысяч рублей.
Еще раз, это ребята молодые, без опыта работы, геологи, маршрейдеры, очень востребованное направление. У нас есть примеры, ну, например, в ЕТЭК. Не так давно молодой специалист устраивался, он закончил, если не ошибаюсь, Томский политех, ну, учился в СФУ, Томский политех, пришел на работу. Сегодня достойная заработная плата. Вот недавно заезжал в Илпунг «Газпром-Трансгаз» Томск в Нерюнгринском районе. Тоже есть такие же примеры. Ребята учатся, он, по-моему, университет имени Губкина нефти и газа, соответственно, закончил и бакалавратура, магистратура, и тоже сегодня на достойной работе с хорошими перспективами. Таких примеров масса. Максим Викторович, а вот какие у нас действуют программы в республике, чтобы повысить заинтересованность в целом для трудоустройства в геологоразведку, в промышленности? Ключевое – это местные кадры в промышленности. Вот по итогам прошлого года Госкомзанятость эту информацию представлял в рамках отчета правительства. Более 9 тысяч человек, якутян, трудоустроено в наше предприятие. Серьезная цифра, из них вот треть это Алроса, вот причем они, если вместе с Алмазами Анабара, почти, ну, больше 4 даже тысяч человек получается. Порядка 1000 это Колмар, порядка 750 это Сахатранс нефтегаз. То есть, видите, абсолютно разные направления, компании, где все востребовано. Но мы сейчас утверждаем концепцию, и это звучало в послании нашего президента Владимира Владимировича Путина. Вы помните, это была задача главы республики. Утверждаем концепцию сквозной профориентации в промышленность. Это тоже та мера, которая и подготовит, и будет профориентировать наших девушек, наших ребят. Звучит более чем интересно. Максим Викторович, пришли вы к нам в очередной весенний день. В преддверии праздника 8 марта есть у вас возможность поздравить женщин, которые работают на производстве. Это очень почетно для меня, потому что в промышленности республики работает более 100 тысяч человек, из них более 30% женщин. У нас очень много руководителей, причем первых лиц, крупнейших предприятий. Уважаемые женщины, пусть все дороги будут перед вами открыты, мужчины создают вам все условия для того, чтобы каждый день, независимо зимний это, летний, для вас всегда был как праздником весны. Рядом с вами были цветы, перед вами были открыты все двери, и вы получали от этой жизни, от вашей работы удовольствие. С праздником, с вашим, с весенним праздником 8 марта. Спасибо, Максим Викторович, что пришли к нам за содержательную беседу. Также спасибо вам всегда. Рады видеть вас в нашей студии. Спасибо вам. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. До встречи в эфире.